Ну, кроме этого, на брифинге заявили о готовности более 150 пунктов отгона скота. Минсельхоз Якутии ведет активную подготовку в тех районах, где есть реальная угроза подтопления. Как прошли тренировки по эвакуации скота в Хангаласском районе, расскажет Виолетта Засимова. Подобные мероприятия проводятся вот уже на протяжении 5 лет и проходят более чем в 10 районах республики. Их курирует специально созданная рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики. Учения состоят из 3 этапов: подготовительные мероприятия, практическое занятие и разбор тренировки. Наша группа, кроме тренировочных мероприятий, мы обследуем пункт временного содержания скота. Это период весеннее половодье. Значит, мы проверяем состояние совместно улусной комиссией, состояние нашей изгороди пункта. Наличие кормов, это особенно грубые корма сена. В этом году в Хангаласском улусе тренировочные мероприятия было решено проводить на территории Немигюнского наслега. Местный пункт временного размещения скота располагается в местности Чабыхча и оснащен всеми необходимыми постройками. У нас подготовлен эвакопункт в местности Чабыхчи площадью 100 гектаров со всеми необходимыми зданиями, где будет размещаться бригада, а также дополнительные корма, а также обеспечены подъезды для транспортировки КРС. Далее рабочая группа направится в Мегино-Кангаласский улус для проведения последней в плане тренировки, а там уже и до начала ледохода недалеко. По последним прогнозам, река Лена под Покровском скроется приблизительно 14 мая плюс-минус 5 дней. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.